Слова, о которых ингуши-чеченцы грезили долгие годы, наконец прозвучали. 9 января 1957 года на Президиуме Верховного Совета СССР Никита Хрущев объявил о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Спустя годы тысячи людей наконец смогли вернуться на родину, в свою собственную республику. Праздник двух народов Хожи Ахмед Касеев вспоминает почти со слезами. Когда объявили о восстановлении ЧССР, Хожи Ахмед вместе с семьей жил в Караганде. Маленьким мальчиком он помнит слезы стариков, которые уже и не верили, что еще когда-нибудь окажутся на родной земле. Когда объявили, старики собирались, молча читали. Радость. Не верили еще, действительно. Разрешили об организации или нет, в таком сомнении, но все же все это оправдалось. Благодаря Хрущеву все это пошло, стало на ноги. Уже на следующий день многие семьи готовились к возвращению на родину, ведь помимо создания республики, народы освобождались из-под административного надзора. Казалось, что все произошло в одночасье, но нет, это результат долгой и упорной работы, важную роль в которой сыграла ингушская интеллигенция, в том числе известные писатели, поэты, драматурги, литературные критики. Идрис Базоркин, Туган Мальсагов, Хашбекар Нуталиев, Жанета Зязикова. Они не раз обращались с письмами в Верховный Совет страны. Одно из таких было направлено Никите Хрущеву со словами: «Ингушский народ живет мечтой о своих вековечных родных местах». Это письмо не осталось без ответа. В 1956 году, летом, 12 июня, наша делегация была принята не самим Хрущевым, к которому они обращались, а Микояном. И он не без особых надежд, без каких-либо обещаний на то, что этот вопрос будет рассмотрен, тем не менее их принял и письмо у них взял. Это письмо было передано, и на основании этого письма дальше уже пошла работа активная по восстановлению законности, по восстановлению чечено-ингушской автономии и автономии других народов. 2 дня, 5 и 6 января 1957 года, под председательством первого секретаря партии Никиты Хрущева проходило заседание Президиума. Под номером 32 в повестке дня стоял вопрос о территории Чечено-Ингушской ССР, а уже 11 февраля 1957 года принятый указ о восстановлении республики вступил в силу. Ингушский народ всегда был благодарен Никите Хрущеву за возможность вернуться на родину. Одна из улиц строящейся столицы была названа его именем. Никита Сергеевич Хрущев, став первым секретарем ЦК КПСС в 1953 году, сделал резкий поворот в сторону десталинизации нашего общества. С этим было связано и то, что на 20-м съезде КПСС он открыто выступил. Это надо определенное большое гражданское политическое мужество против сталинизма, и в дальнейшем постарался все, чтобы рецидивы сталинизма во многом были исключены из нашей жизни. Для нашего народа, конечно, было связано с тем, что впервые с трибуны высшего форума Компартии прозвучало на 20-м съезде, 25 февраля, прозвучали слова осуждения сталинской политики в отношении как отдельных граждан, так и целых народов. Поэтому и то, что он все-таки, вопреки советам ближайшего окружения не создавать, не восстанавливать автономию депортированных народов, он пошел на этот шаг и добился того, чтобы Верховный Совет Российской Федерации, Верховный Совет СССР принял указы, по которым 9 января 1957 года была восстановлена автономия Чечено-Ингушской ССР и ликвидирована Гродненская область. В 1957 году перед новой республикой стояло множество задач. Одна из главных – создание условий для развития и становления. 17 тысяч семей из Казахской ССР и Киргизии были переселены на территорию Чечено-Ингушетии. Одним из тех, кто помогал вернувшимся на родину, был Туган Мальсагов. Его семья была одна из первых, которая вернулась сюда на Назрановскую землю. И когда люди стали возвращаться массово из депортации, то очень большое число людей первый приют получали в их доме. Огромную роль в восстановлении республики сыграли такие деятели, как Сергей Беков, Берст Евлоев, Хашбекар Боков. Много и простых жителей, которые внесли свой вклад. Лейла Рабханова десятки лет собирает информацию об этих людях из архивов Москвы и Казахстана. На сегодняшний день, благодаря ее стараниям, в Государственном архиве республики доступны ряд документов, многие из которых десятки лет находились под грифом «секретно». Срок секретности этих документов от 70 до 110 лет.
И очень многие документы, которые мы сегодня имеем возможность изучать, это документы, которые имеют срок секретности от 70 до 90 лет. Вот как раз-таки это и есть те документы, которые касаются непосредственно возвращения и ингушей, и чеченцев в Чечено-Ингушскую ССР. И есть очень интересные документы, допустим, обращение, которое было принято, было написано как раз в стенах нового уже Чечено-Ингушского обкома партии. Там прописывались практически вот все шаги, которые необходимо соблюдать при возвращении на свою историческую родину. Здесь говорится о том, что 1957 год – это год 40-летия Октябрьской революции, и люди, которые своим трудом доказали, что они в состоянии сами развиваться и развивать свою республику, они должны своим таким ратным трудом, как это было и в годы депортации, должны вернуться и сделать все возможное для восстановления своей республики. Когда Чечено-Ингушетия перестала существовать на всенародном референдуме 1991 года, подавляющим большинством ингуши проголосовали за сохранение статуса российского региона. Мечта целого народа стать самостоятельной единицей государства сбылась уже в 1992. Многие из очевидцев тех лет не могли и представить, что спустя четверть века Республика Ингушетия станет одним из процветающих регионов многонациональной страны. С каждым годом республика растет, новейшие стройки, училища, Минздрав, все у нас, все структуры республики существуют, то, что существует в Российской Федерации. Сегодня Ингушетия, можно сказать, живет в раю. По моим понятиям, то, что я видел раньше, и то, что сегодня я вижу, это рай. И будущее у нас будет все с Божьей помощью, все к лучшему идем. Это пример того, когда народ сплоченностью и упорством пишет свою историю, а вера в светлое будущее приближает то самое, счастливое настоящее. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.